В селе Колымское наращивают запасы топлива. Энергетикам удалось накопить уже больше 16,5 тонн горючего. Но местная электростанция продолжает работать в режиме экономии. Сейчас на заводе топлива работают 2 вездехода, 1 трактор и 5 снегоходов. По имеющейся информации, количество снегоходов будет увеличено. Главная причина сложившейся ситуации – аномально высокая температура за полярным кругом. Зимники еще закрыты, соответственно, не начались автомобильные перевозки в Среднеколымском и Нижнеколымском районах республики. На этих фотографиях видно, что под слоем снега не замерзшая вода. На реках толщина льда всего 30 сантиметров. Лед должен быть 50 сантиметров, это минимум. И температура должна к этому соответствовать. Если сейчас по погоде там сказать, да, у нас там сейчас тепло, да, до минус 10 температура поднимается, да. Колебание очень большое, каждый день минус 10 градусов, плюс-минус играет, да. И из-за этого пурга начинается. Проблемы не только у людей, но и у животных начались еще осенью. Сначала обильные снегопады, затем резкое потепление до плюсовой температуры и снова похолодание. В результате олени не могут добыть себе корм, а завести его из-за отсутствия дорог не представляется возможным. Тут дорог вообще в помине нет, одни направления. В принципе, и когда будут строиться эти дороги, сейчас нарезка, еще вопрос времени. Ну и падеж, естественно, начинается с скота у нас, оленей. Также без автозимников затруднена и доставка продуктов. По данным Госкомитета обеспечения жизнедеятельности, в отдаленные села необходимо завести около 1000 тонн топлива и 150 тонн продуктов. Все необходимое в минимальном количестве есть, но сегодня нужно ассортимент, конечно, повышать. К сожалению, к Новому году не все, что хотелось бы туда завести: яйцо, молочные продукты, мясные, колбасные, продукты. Это не удалось в полном объеме обеспечить. В селе Колымское продолжает действовать режим повышенной готовности. Решается вопрос о привлечении сил авиации. По мнению экспертов, есть риск, что автозимники таки не будут функционировать в полную мощность. Сейчас главная надежда нижнеколымчан на сильные морозы. Дорожники говорят, что если значение термометра продержится ниже 30 градусов хотя бы в течение недели, то лед достаточно окрепнет и автозимник они пробьют за 3-4 дня. Пока же прогнозы неутешительны. По данным синоптиков, в ближайшее время похолодание на северо-востоке Якутии не ожидается. Дмитрий Макаров, Денис Попов. Вести. Якутия.